Джичбур. Вы наверняка заметили необычный звук «дж» в этом слове. О нем и других особенностях фонетики удмуртского языка вы узнаете из этого ролика. Давайте разберемся, как правильно произносить удмуртские звуки, читать удмуртские буквы, а потом и слова. Это алфавит удмуртского языка. В нем 38 букв, на 5 больше, чем в русском. Что же нового? Как вы поняли, удмурты большие любители точек над буквами. Кстати, если в русском языке вы спокойно можете убрать точки над «ё», то в удмуртском этого делать не следует. Давайте разберемся. Начнем с согласных. Дж, дж и ч. Джук – каша. Джажек – гусь. Кочо – сорока. Знакомьтесь, это африкаты, то есть согласные, которые состоят из двух звуков. Если быстро произнести звуки «д» и «ж», получится «дж». В русском языке «дж» можно услышать в таких словах, как «джинсы» или «Дженнифер». Дженнифер – джукщие. Дженнифер ест кашу. Если при произношении звука «дж» вы поднимете язык к небу, получится мягкий звук «дж». Со звука «дж» начинается уже знакомое нам слово «джичбур». Джеч, джажек, пакджа, пекджины. Кстати, звук «дж» можно услышать в песне Робертино Лоретти «Ямайка». Попробуйте быстро произнести сочетание звуков «т» и «ш», и вы получите звук «ч». Похожий звук есть в русском слове «лучше». Заимствованное русское слово «чаша» на удмуртском следует произносить как «чаша». Перейдем к гласным и «и» с точками. Начнем с «э». Похожий звук есть в русском языке, и встречается он в безударных слогах. Например, на последнем слоге слова «чаша». Попробуйте протяжно произнести звук «о», при этом широко улыбаясь. Вот так. О. Например, «с», «эвел», «кэш». Тужу мой. Очень хорошо. Для любителей ставить точки над «и» удмуртский язык обязателен к изучению. «И» с точками произносится как «и» без точек. В чем же разница? Для этого нам нужно опять вернуться к согласным. В удмуртском языке большинство согласных всегда твердые. Но есть исключения. Буквы ДЗЛНСТ, стоящие перед гласными Е, Ё, И, Ю, Я и мягким знаком, дают мягкий звук. Мягкие Д, Л, Н, Т произносятся практически так же, как в русском. Например, бадяр, дятел, пель, пальто, дунне, небо, тютю, тюль. А буквы З и С, которые стоят перед гласными Е, Ё, И, Ю, Я и мягким знаком, произносятся не так, как в русском. Мягкое С произносится как русское «ща», например, как в слове «щенок». Мы говорим «джичбурещ», а не «джичбуресь». Если видите после «с» гласные «е», «ё», «и», «ю», «я» и мягкий знак, смело произносите «с» как «ща». Щин, щурес, щам. А как же читается буква «з», стоящая перед гласными «е», «ё», «и», «ю», «я» и мягким знаком? В русском нет аналогичного звука. Но если читать русское слово «земля» по удмуртским правилам, вместо «земля» нужно произносить «жемля». Зарещ, кижели. А теперь расставим точки над «и». А при чем тут «и» с точками? Перед «и» с точками мы произносим ДЗЛНСТ твердыми, а перед «и» без точек – мягкими. Запомните, «и» с точками может стоять только после согласных ДЗЛНСТ. Например, жади, дыщ, липет, лиял, щин, сижил. Кстати,
В удмуртском языке буквы F, Х, Ц, Щ пишутся только в заимствованных словах. Обычно в удмуртских словах звуки F, Х, Ц не используются вовсе. Поэтому во многих заимствованных словах они изменяются. Шкаф, шкап, хомяк, комак, церковь, черк. То же самое происходит и в собственных именах. Так что Федора по-удмуртски будут звать Пидор. Теперь вы знаете основы фонетики удмуртского языка и сможете правильно произнести «Монтоне яратышко», что означает «Я тебя люблю». Увидимся на следующем уроке. А пока практикуйтесь в произношении удмуртских африкат и учите новую лексику. А если вы хотите печатать удмуртские буквы на своем ноутбуке или смартфоне, скачайте удмуртскую раскладку. Ссылку найдете в описании к видео. Там же правила удмуртской орфографии и домашние задания к этому уроку. Дячло, адичка тощ.